Питание в детских садах организуется по новому меню, утвержденному Управлением образования столицы. Проверка, проведенная специалистами управления несколько лет назад, показала, что в дошкольных учреждениях кормили по-разному. Где-то на указанную сумму, а в некоторых случаях на меньшую или большую. Теперь из рациона питания детишек в садиках исключили сосиски, огурцы и помидоры. Но овощи только в зимнее время. Кондитерские изделия допустимы раз в неделю. Вместо сухофруктов теперь в детские сады поставляют свежезамороженные ягоды и фрукты, из которых делают компоты. В детском саду улыбка, кухня соответствует современным технологиям. Садик работает уже несколько лет. Что у вас сегодня на обед? Сегодня на обед у меня фасолевый суп. Суп фасолевый. Вот уже у меня готов суп фасолевый. Вот. А второе блюдо сегодня идет голубцы ленивые. Когда идет голубцы ленивые, гарнир не идет. Идет подлив. Он с подливом идет. Вот. Значит, компот у меня уже готов. Это обед. Хлеб уже готово. Обед закончен. Вечером у меня идет макароны с сыром. Но я продукты приняла уже. И сыр имею, и макароны, но я еще не начала. После обеда уже мы начинаем. К 3 часам, уже 3:30, у меня макароны с сыром. И там иногда идет шиповник идет. Иногда у нас идет еще кондитерское изделие. Что касается чистоты, то придраться в этом детском дошкольном учреждении не к чему. Повсюду идеальный порядок. Вот, например, вытяжка у нас, вот, посмотрите, оборудование 15 дней, один раз мы генеральную уборку делаем. А так каждую пятницу мы генеральную уборку делаем. На кухне любого хорошего общепита стоит несколько холодильников. Раздельно для рыбы, мяса, овощей, молочных продуктов и кондитерских изделий. Продукты не должны впитывать посторонние запахи. Здесь молочные продукты, как вы скажете. Этот отсек предназначен для сухих продуктов. Это крупы, это сахар, ну и остальные продукты, которые поставляются Абхаз Универсал торгом. В месяц 2 раза завхозы предоставляют заявку в управление образования. Мы, соответственно, эти заявки отвозим в Абхаз Универсал торг. Это наш поставщик. И они поставляют сюда продукцию. В детском саду «Улыбка» есть специализированный холодильник. Он предназначен для того, чтобы хранить пробы приготовленной продукции. Это делается для того, чтобы если вдруг ребенок отравился, то тогда руководство садика сможет предоставить готовую продукцию. Можно будет снять анализ, чтобы убедиться, что ребенок отравился не в садике. В детском саду «Ласточка» нет таких условий, как в предыдущем. Детский сад нуждается в капитальном ремонте, но и здесь сотрудники следят за чистотой на кухне. Меню такое же, как и в других детских садиках. Сегодня утром сечка была, и чай, хлеб, масло. Потом чем вы Обед, солянка, рис, суп фасолевый. И вечером? Вечером макарон с сыром, с хлебом. Вы сегодня были и в новом садике, и в старом садике. Конечно, как говорится, в новых садах там положение лучше, там по новым нормам, нормативам все. А здесь тоже вот все в одной комнате, это хранится не раздельно, но чисто. И содержание продуктов вы тоже видели, они не на полу, они все на полочках, в холодильниках и так далее. А за чистотой мы всегда следим, дезинфицирующие средства выдаем, и моющие средства. Так что мы за собой ответственность чувствуем очень сильно. Газированные напитки, чипсы, сухарики, конфеты, жевательные резинки, хоть и пользуются популярностью у детей, теперь это запрещенные продукты для реализации в школьных учреждениях. Сегодня во многих школах сухома, буфеты и столовые сдаются в аренду. Каждый предприниматель должен понимать, что, взяв в аренду школьный буфет, в первую очередь он несет ответственность за здоровье детей. С целью проверки качества питания в школьных и детских садах городская санэпидемстанция практически каждую неделю проводит внезапные проверки. Контролю подлежит и качество приготовления пищи, то есть в каждой школе отбираются пробы готовой пищи для бактериологического исследования, отбираются смывы с поверхности, с инвентаря, с рук поваров для того, чтобы контролировать опять-таки бактериальное загрязнение пищи.
Жалобы периодически бывают, по каждой жалобе мы проводим эпидрасследование, выявляем, соответствовала ли эта жалоба факту. Ну, пока вот у нас не было такого, чтобы из одной школы, допустим, даже 2-3 человека, не говоря уже о 10-15, поступило в больницу с признаками отравления. Мы посетили 5-ю среднюю школу в новом районе столицы. Здесь столовая находится в аренде у предпринимателя. Помещение не совсем приспособлено. Это бывший учебный класс, переделанный в столовую. На первый взгляд все чисто и аккуратно. В столовой много детей. Еда им нравится, они бегут сюда каждую перемену, хотя вокруг много магазинов с разными сладостями. Какао и булочку простую. А что, тебе нравится очень? Да. Ты каждый день ходишь в буфет? Да, типа того. Ну, иногда, конечно. Чуть-чуть только. Тебе нравится, как здесь готовят? Да, вкусно. Ты часто ходишь в буфет? Я да. Каждый день ходишь? Ну нет. А что ты сейчас себе купил? Булочка с сосиской. Тебе нравится? Вкусно? Да, Ты когда сюда приходишь, тебе нравится, как готовят? да. Спасибо из котлеты. Заведующая столовой, она же арендатор, Манана Цвижба, работает в 5-й школе уже 3 года. По ее словам, жалоб со стороны родителей за все это время ни разу не было. Ценовая политика в этой школе ниже, чем в других. Обычную сдобную булочку можно купить всего за 10 рублей, а комплексный обед обойдется школьнику в 55 рублей. Родители приходят и говорят, что их дети спрашивают, почему мама ты не так вкусно готовишь, как девочки в школе, там вкуснее. Ни жалоб с отравлением у нас ни разу не было такого случая. Про меню у нас есть и первое. Кстати, мы когда приступали, дети не ели первое. Мы включили к первому, второму. У нас группа маленькие дети, которые приходят и список заранее приносят, и мы по их потребностям первое, второе, гарниры, котлетки, булочки, выпечка вся свежая. Условия, посмотрите, маленькие, школа маленькая, печечка одна, и девочки у меня приходят в 5 утра. Ежедневная выпечка свежая, ничего у нас не остается, потому что детишки, знаем спрос какой, поэтому готовим столько, сколько хоть на сегодня. В Сухуми сегодня функционирует 16 школ и 13 детских садов. Не во всех из них есть столовые с первыми блюдами, есть просто буфеты. Утвержден перечень продуктов, которые допустимы в общеобразовательных и дошкольных учреждениях. Нововведения нужны, чтобы контролировать, чем кормят наших детей. Контроль за этим ведем мы совместно с санэпидемстанцией. У нас есть ответственные за питание в детских садах в управлении образования. Мы очень часто проверяем, ходим по садам, чистоту, приготовление пищи, технологию, как хранятся продукты и так далее. Регулярный контроль за питанием возложен на районное отдел образования Управления образования столицы. Сегодня 11, 13 и 14 школы находятся на городском обеспечении, другие в аренде. Что касается 14 школы, то там в прошлом году с помощью президента Рауля Хаджимба была построена современная столовая, отвечающая всем стандартам. В 6 уже здесь, и булочница тоже, пекарь тоже здесь, и слойки, булочки с котлетой, и сосиски в тесте, все, и сладкие булочки, все она это делает, а я все остальное. Пюре, первое, котлеты, и этот самый, и рыба у нас есть. Да. На первое что у вас сегодня было? Супчик, вот, пожалуйста, супчик. Раньше в школе не было такой специализированной столовой. Как дети относятся к первым блюдам? Положительно, они берут, кушают. Комплексный обед у нас входит пюре, котлета и подлива. Стоит 50 рублей. Хлеб и подлива бесплатно. В начале учебного года было проведено родительское собрание, что такая столовая, что дети могут полноценное питание получать. Здесь и первое, и второе. Ассортимент очень разнообразный, приготовленный только на один день. И гарантия, что никаких отравлений и так далее. И цены настолько приемлемые, даже дети сами удивляются. Есть дети, которые приходят, вот бывает, деньги закончились, можно мы подливу, хлеб, это бесплатно дается им. Профессионализм персонала и высокие стандарты производства не позволяют допускать ошибок, негативно влияющих на здоровье школьников. Чтобы контролировать ситуацию в столице, Управление образования будет и дальше проводить проверки организации школьного и дошкольного питания регулярно и без предупреждения. Рената Шакай, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.